Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В последнее время в Якутии участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят с телефонов коммерческих банков и, представляясь их сотрудниками, похищают у доверчивых граждан миллионы рублей. Как уберечь свои накопления и распознать мошенников, расскажет сегодняшний гость студии Андрей Гриднев. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Несмотря на то, что сама эта схема обмана с резервным счетом далеко уже не новая, якутяне все равно продолжают верить и теряют довольно-таки крупные суммы. Как все же мошенникам удается обманывать людей? Вопрос очень острый, и поэтому хотел поблагодарить за то, что вы затронули такую важную и актуальную тему, как борьба с мошенничеством. И несмотря на то, что мы в последнее время очень активно и масштабно, широко освещаем эту тему, но статистика вещь упрямая. И по разным оценкам с начала года наши жители нашей республики уже потеряли от 150 до 200 миллионов рублей. Это очень много. Ведь смотрите, аферисты разного рода, они трансформируются, они придумывают различные схемы. И схема с резервным счетом, она из той же оперы, потому что они идут в ногу со временем, иногда даже опережая. Поэтому нам надо быть на страже. Ведь как действует мошенник? Вот в ситуации с резервным счетом, да, он звонит потенциальной жертве и, конечно же, с таким доброжелательным тоном показывает свою осведомленность, вкратчиво, так бывает, иногда уверенно, рассказывает гражданину, что у него проблемы случились, что его средства на банковском счете подверглись воздействию мошенников каким-то образом, и необходимо предпринять меры, перечислить средства с банковского счета вот на некий специальный или резервный, как говорят, счет. Такого, конечно, в природе нет. Вот. Я хочу сказать, что никаких специальных и резервных счетов по защите от мошенников просто в природе не существует. Вот. Ведь смотрите как, специалисты, нормальные специалисты нормального банка, если вдруг они заподозрили какие-то сомнительные операции со счетом клиента, они наберут клиента, позвонят ему, объяснят ситуацию, попытаются убедиться, что эта операция действительно нормальная, и она произведена с ведома клиента, и все на этом успокоится. Они не будут запрашивать никакие конфиденциальные данные, как то срок действия карты, CVC-код, это трехзначный код, который располагается на оборотной стороне карты, каждой банковской карты. Потому что эти данные нормальному банку не нужны. И если только звучит просьба предоставить такие данные, то однозначно можете считать, что это мошенники. И надо сразу бросать трубку в таком случае. Да. А есть ли вообще особые приметы, кроме того, что просят назвать, например, код или еще какие-то данные, чтобы мошенников распознать? Да, конечно, это целый спектр признаков. Ну, я постараюсь назвать основные, которые характерны для любой мошеннической операции. Ну, первое, знаете, мошенники всегда выходят на вас сами. Они выходят первыми. Они являются инициаторами будущих взаимодействия будущего с потенциальной жертвой. Это обязательно надо знать. Второе. В разговоре, когда они разговаривают с потенциальной жертвой, в любом случае разговор крутится вокруг денег. Они либо предлагают куда-то перевести средства под каким-то надуманным предлогом, либо приглашают проинвестировать во что-то, приобрести некие заоблачные активы по сумасшедшей доходностью. Такого просто не бывает. Вот. Третий момент. Это, конечно, психологический. Они очень хорошие психологи. И задача мошенника сразу с первых секунд, минут разговора дезориентировать гражданина, как-то вывести его из равновесия. Они могут это сделать двумя способами. Либо какой-то тревожной вестью, либо какой-то радостной. Ну, тревожная – это то, что вы меня спрашивали по поводу схемы с резервными счетами. Там высказывается озабоченность, вселяется тревога в человека, и рекомендуется сделать какие-то действия с его счетом. Иначе все пропало. Либо они могут позвонить и сказать, обрадовать, скажем так, человека, что он выиграл в лотерею или получил некий ценный приз, что опять-таки должно все-таки как-то
навести на некие мысли гражданина. Потому что следом потребуется перевести некие деньги, чтобы доставить этот ценный подарок. Либо будет просьба перейти на определенный адрес в интернете, где зарегистрировать свои данные банковской карты. Это традиционно будет какой-то фишинговый сайт. И после этого уже ваши, как говорится, персональные данные, банковские реквизиты в руках мошенников и, соответственно, и средства, которые на этом счету находятся. Поэтому надо быть очень внимательным. И четвертый такой признак, на который следует обращать внимание, это агрессивность и навязчивость, и, соответственно, некое давление на собеседника. То есть человеку не дают возможности и времени принять и сделать какой-то осознанный выбор. Фразы типа «это последний шанс», «давайте предпримем некие действия, иначе время утекает, деньги пропадают». Это все нацелено на то, чтобы выманить у взволнованного человека, собеседника, персональные данные, те же пин-код, не знаю, данные по карте, и впоследствии воспользоваться этими деньгами. Поэтому, как только вы чувствуете некое давление, лучше сразу прекращать разговор. Это мошенники. Помимо того, что надо быть внимательными и прекращать разговор при появлении любых ноток навязчивости, как себя еще следует вести, если поступает такой тревожный звонок? Ну, во-первых, если вы уже почувствовали давление и почувствовали, что это у вас закрались сомнения, вернее, даже уверенность появилась, что это мошенники, рецепт один. Не выполнять никакие инструкции, не паниковать, а просто положить трубку. Положить трубку и обратиться к первоисточнику. Необходимо набрать номер, который указан на каждой банковской карте, официальный номер контактный того банка, где вы обслуживаетесь, высказать свою озабоченность сотрудникам, они все проверят, успокоят вас, дадут какие-то рекомендации, инструкции, и на этом дело закончится. А что делать, если все-таки человек распереживался, попался на эту удочку, оказался в числе обманутых? Можно ли каким-то образом вернуть деньги? Это очень трудно, конечно, очень трудно. Если человек попался на эту удочку и уже, получается, у него забрали деньги, вы это имеете в виду? Да. Ну, в данном случае однозначно надо писать заявление в правоохранительные органы, уведомить Банк России и Роспотребнадзор. Ну, также, конечно, попытаться вернуть деньги, но это очень затруднительно, а порой даже и невозможно. Но самое главное – дать информацию соответствующим органам о нечистоплотности и мошеннических действиях указанной организации, дабы не повторилось то же самое с другими нашими согражданами. Помимо хищения, если рассматривать случаи мошенничества, да, злоумышленники еще применяют такой способ обмана, как инвестиция. Мы понимаем с вами, что это лжеинвестиция. Какие услуги в этой сфере предлагают аферисты, чтобы выманить деньги у граждан? В условиях бурно растущего финансового рынка, в последние годы особенно, и если вы заметили, то на биржевых площадках появились средства наших граждан, физических лиц. И Банк России со своей стороны предпринимает массу действий по поводу защиты неквалифицированных инвесторов, как мы их называем. Это люди, которые недавно совсем не были знакомы с биржей. И тут появляются брокеры, посредники, которые помогают неквалифицированным инвесторам, да, инвестировать их деньги в биржевые инструменты. Но надо знать все тонкости, конечно. Мошенники не спят, и тут появляются лжеброкеры. Самый основной отличительный признак лжеброкера от нормального посредника – это то, что обычно они очень рекламируют некий псевдоопыт работы с клиентами и их моментальное богатство, да, которое они получают, какие-то невероятные получают дивиденды, прибыль многомиллионную и тут же богатеют. И в то же время эти лжеброкеры, они гарантируют получение некого дохода от игры на бирже, от операций с биржевыми инструментами, акции, облигации, что-то еще.
Смотрите, Андрей Анатольевич, а если человек начинает звонить, представляться брокером и говорить о выгодных вложениях, да, мы верим в то, что есть действительно картинка роскоши, а есть только изображение этого. Как понять, где порядочный участник рынка, а где все же мошенник? Ну, это очевидно, да, здесь очень простое действие, потому что брокерская деятельность у нас лицензирована. Необходимо просто убедиться, что у этого человека, который звонит и представляется брокером, есть лицензия Банка России. Проверить это можно на официальном сайте Банка России. Там есть раздел «Финансовые рынки» и реестр брокеров, которые лицензированы. Есть еще, кстати, институт инвестиционных советников, так называемый. Это тоже лицензионное поле. Инвестиционный советник тоже входит в реестр Банка России, и можно тоже проверить его легитимность. В интернете, кстати, тоже очень часто попадаются объявления, в которых есть такой мошеннический тон, предлагают посетить курсы, семинары, многочисленные лекции, чтобы научиться торговать на бирже. Законно ли это? Ну, в этом ничего противоправного нет на самом деле. Ведь даже лжеброкер, он может предложить провести некую учебу по поводу операций с биржевыми инструментами, о механизме, как работает биржа. Могут это сделать даже бесплатно или за такую символическую плату. Но надо понимать, что цель у них одна – впоследствии втянуть вас в псевдобиржевые торги с конечной целью выуживания у вас финансовых средств. То есть здесь вот очень важно обратите внимание, что проводить просветительскую деятельность и рассказывать о том, как работает биржа, это не запрещено. Тут не надо лицензий никаких. Но когда дело доходит уже до реального размещения денег и вложения, то есть до реальных инвестиций, то здесь уже необходима лицензия обязательно. То есть вот рецепт прост такой. На что еще нужно обратить внимание, чтобы не лишиться честно заработанных средств? Ну вот есть еще иностранные форекс-дилеры, да? Не скажу, что они там все мошенники, но следует знать, что поступают иногда предложения инвестировать в иностранные ценные бумаги. У нас законодательно работа иностранных организаций на финансовом рынке запрещена, потому что в случае, если какие-то претензии у вас появятся к этой организации, то судебные тяжбы все будут проходить на территории того государства, где зарегистрирована данная организация. И последний вопрос для наших телезрителей. Что делать человеку, если он понял, что все-таки перевел деньги мошенникам? Да, я уже говорил, обязательно уведомить инстанции Банк России, Роспотребнадзор и правоохранительные органы, написать заявление, дабы пресечь эту деятельность. Еще я бы рекомендовал ознакомиться с информационно-просветительским сайтом Банка России Финкульт.Инфо. Там есть раздел «Грабли», такой специальный раздел, на который мы обычно наступаем, да? Как поговорка есть такая. И там есть реальные истории реальных людей, которые попали в лапы мошенников. Там можно получить советы от специалистов, как действовать в том или ином случае. Поэтому я бы хотел посоветовать вам и пожелать быть бережливыми и беречь свои деньги. Благодарю вас, Андрей Анатольевич, за такую интересную беседу. Надеемся, что многие, посмотрев этот выпуск, сделают для себя некоторые выводы. Спасибо, Надежда. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Не становитесь жертвами обмана. До встречи.